Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире национальной вещательной компании, телеканала национальной вещательной компании «Саха». Не пропусти главное. А главное, как известно, для каждого из нас — это здоровье. Тема сегодняшней передачи — доступность и качество медицинского обслуживания. Каким оно есть и каким оно должно быть. Телефон, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. Я призываю всех вас активно участвовать, задавать свои вопросы, звонить в студию в прямой эфир. Сейчас вашему вниманию будет представлен небольшой сюжет, который подготовила наша телекомпания, после чего мы вернемся в эту студию. Часто ли вам приходится пользоваться услугами медицинских учреждений, больниц и поликлиник? Да, бывает. Стараюсь реже. Боюсь их. Нет, не так часто. Ой, вообще никогда не пользуюсь. Нет. И не часто. Да, часто, ага. Нет, не часто. Пользуюсь часто. Конечно. Не часто. Это мне не нравится. Я сама себя лечу. Совсем практически не посещаю. Денег нету на посещение больниц-то. Что же, платно все? Очень часто. Часто ли вам приходится сидеть в очередях? Раньше сидели, когда не было платных клиник. Сейчас по платным клиникам ходим. Я по электронике заказываю. В больницах, если бываем, то очередь обычно. Электронная очередь есть. Вот это и помогает. Запись идет по телефону, и мы приходим почти, за минут 15-20. Так что сейчас у нас более-менее в этом плане. Ой, бывает, да, бывает. Сейчас хорошо же электронно записываться можно. Но, во всяком случае, у нас 5-я больница. Вообще прекрасно. Мы записываемся на портале, поэтому не сидим. Каково ваше мнение о ценах и о качестве предоставляемых медицинских услуг? Ну, в принципе, для родных ничего не жалко. Ну, главное, что это с ребенком, когда с маленьким приходишь, в очереди, когда не сидишь, это очень здорово. На платных клиниках, конечно, очень высокие тарифы. Сейчас все дорого, не только медики. Отлично. Но обычно цена выше качества. Ну, в клиниках дорого, но быстро. Отлично. Так как получаем мы сами медики копейки, хотя нам говорят, что мы получаем очень много, не знаю, где и кто это столько получает. Но, конечно, сейчас все дорого. Что сказать? Ну, я думаю, приемлемые все-таки. Там сейчас сидят в основном все молоденькие специалисты, да? Жалуешься, а они не могут определить. Поэтому я сейчас в последнее время к ним не хожу. Или в интернете копаюсь, или вот у знакомых медсестер, фармацевтов. Все спрашиваю и сама себя лечу. Я занятая мама многодетная, поэтому как-то я сохраняю свое время и на деньги и даже не смотрю. Ну, очень дорого и качество тоже не очень. Вы смотрите программу «Не пропусти главное». Телефон в студии 42 38 97. Работаем мы, как всегда, в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в передаче. Я приветствую своих гостей. Здравствуйте, добрый вечер. Я благодарю вас за то, что вы выделили время для нас. Вот вы посмотрели сейчас сюжет. Как вы можете охарактеризовать настроение наших граждан по отношению, наверное, пожалуйста. Достаточно разноречивые ответы, но при этом вот есть три четких слагаемых. Да? Первое, то, что порадовало, это те люди, которые отвечали, они однозначно информированы по электронной записи к врачу. То есть сегодня это, по сути, одна из главных задач и Министерства здравоохранения, и города Якутска, управления здравоохранения по той работе, чтобы наше население записывалось по электронной записи. И, естественно, это чтобы было и в вузах, районах нашей республики. Это первое. Второе, что тоже вот особо акцентировано, это цены. И люди больше говорят не о тех ценах, которые сегодня существуют, а население уходит в платные клиники, уходит там, где оплата, и уходит, конечно, мы понимаем, от тех очередей, которые есть у нас в наших медицинских организациях, конкретно в наших поликлиниках. Поэтому вот здесь те люди, руководители, которые конкретно работают, руководят этими подразделениями, естественно, они сегодня могут сказать, что сделано. И хочу сказать, за последние 1,5 года достаточно много сделано для того, чтобы мы вот как-то очередь эту нивелировали. Естественно, еще есть проблемы, они остаются, но тем не менее есть пути, и доктор рядом. Возьмите есть микрофончик, другой пожалуйста. вид
есть другой вид по информированию населения, для того, чтобы эти очереди были, наверное, меньше выражены. Да? И вот третье, что меня достаточно здесь уже насторожило, это то, что люди занимаются самолечением. И вот, кстати, вот это не одна такая женщина, и когда мы выезжаем ли на вызова, да, или когда к нам люди приходят в поликлинику, то, к сожалению, мы сталкиваемся уже с теми хроническими патологиями, при которых, допустим, достаточно сложно оказать какое-то воздействие. Мы сегодня должны говорить о том, что да, человек должен заниматься своим здоровьем, но не на таком уровне, чтобы заниматься самолечением. Ну да, Google не самый лучший доктор, Вот наверное. в этом да? сюжете увидела три таких основных как бы направления. Может быть, мои коллеги что-то еще Да, у добавят. нас присутствует замечательная сегодня компания, главврачи, руководители медицинских учреждений. Пожалуйста, ваше мнение пожалуйста. Ну, хорошо, спасибо. Добрый вечер еще раз. Еще вот один момент, который я услышала в нескольких комментариях о том, что в частных клиниках высокая оплата, но, к сожалению, качество не соответствует требуемым, значит, условиям. И хочу сказать, что, к сожалению, мы очень часто вот в городских бюджетных учреждениях здравоохранения встречаемся с осложнениями после частных клиник. И, значит, в данном случае вот не несут ответственности. И особо не жалуются, кстати, на частные клиники, как ни странно. И вот сейчас мы находимся действительно в переломный момент вообще реорганизации здравоохранения. И вот еще мы тут здесь сидящие остались, наверное, вот выпускники медицинских вузов, в которых уже в сердце сидит вот клятва Гиппократа. И мы в первую очередь ориентированы на больного человека, который к нам пришел за помощью. Я всегда говорю вот в регистратуре, сегодня у человека удался неплохой день, потому что он заболел или заболел его ребенок, или его близкий человек. И, естественно, он приходит уже в плохом настроении. Но дело в том, что мы сейчас поставим такие границы, когда врач не только должен лечить, но в первую очередь он должен выполнять какие-то экономические задания. Поэтому вот это вот разделение, врач вообще он не экономист по своей сути, вообще мозги совсем другие. И поэтому у нас существует также проблема и с персоналом сейчас очень активно, потому что врачи и медицинские сестры уже уходят вообще в другие профессии. И также вот негатив, который идет от населения. Это связано с чем? Ну, по большей части, если немножко так. По большей части в связи с тем, что вот я как уже повторила, что здесь диссонанс между задачами, которые должны изначально стоять перед врачом, который должен лечить человека больного, и теми экономическими задачами, которые сейчас перед нами ставят. Понятно. Пожалуйста, Николай Николаевич, может вы как? Ну, спасибо за добрый вечер, уважаемые телезрители. Но я хотел сказать, я главный врач стационарной службы. Но у нас доступность стационара хорошая. Но Якутская городская клиническая больница это оказывает круглосуточную специализированную медицинскую помощь нашему населению и республике. Но я хотел бы здесь коллег присоединиться, потому что когда все идет показывать, ну, народ более-менее в последнее время, вот как поликлиника очереди говорят, но здесь человек очень много зависит, как он должен, подход должен своему лечащему врачу, участковому терапевту. И здесь запись электронной очередности у нас во всех поликлиниках внедрена. И многие из-за незнания иногда приходят. Ну, менталитет, может быть, такой человека по-старому приходят и как-то осознанно создают очереди в поликлиниках. Ну, это мое мнение личное. Да? И поэтому как-то показывает, что у нас поликлиника узким специалистам, вот, нет эталоном, говорят, но все-таки кадры тоже все решают. Вот здесь сказал о том, что в поликлиниках молодые доктора принимают, но все равно приходят после окончания института, куда пойдут? Все равно лечебные учреждения, поликлиники, стационары приходят, учиться им надо. Но здесь тоже вот я не согласен, что самолечение. Многие наши пациенты очень осложненно поступают в наши стационары, запущенные. И поэтому я рекомендовал бы ни в коем случае самолечением не заниматься, обратиться в лечебное учреждение. Ну да, об этом много говорят, но почему-то вот всеобъемлющий интернет все равно людей поглощает. Действительно, самолечение. Да, сейчас интернет очень вот плохо в том, что они читают и начинают спорить с нашими врачами. Вот так не лечат, так не диагноз ставить и прочее все. Поэтому тоже, когда человек читает очень много, это тоже может запутаться. Поэтому
здесь прав пациент или не прав, я сейчас хотел бы сказать, что именно практикующий врач должен подсказать. Ну, мы об этом поговорим, конечно. Вот, Людмила Ильясовна, я, наверное, такой вопрос хотел бы задать. Вот за последние 2-3 года руководством республики, руководством Минздрава, вот что сделано для того, чтобы увеличить доступность и качество медицинских услуг в таком, может, глобальном масштабе? Ну, действительно, вопрос достаточно сложный. Сложный он для Якутии, для того, чтобы обеспечить и доступность, и качество, потому что это все-таки 1/6 часть Российской Федерации, да? Это достаточно большие территории. И притом пришло новое федеральное законодательство, которое привело свои нормы, свои порядки, стандарты оказания медицинской помощи. Понятно, что их выполнить на такой территории, в малонаселенных пунктах, с малонаселенной численностью, или заработать те деньги, которые мы должны заработать по услуге, это достаточно сложно. Поэтому вот ваш вопрос, что сделано правительством, однозначно была воля главы республики о том, чтобы не сокращать сеть медицинских организаций, не сокращать штаты медицинских работников, которые сегодня у нас есть. Это политическая воля, и сегодня в каждом населенном пункте республики есть и участковая больница, есть фельдшерско-акушерские пункты. И сегодня мы говорим, что мы сохраняем ту сеть центральной районной больницы на 2700 населения, как пример ВНБ Тантай, а там существует целая центральная районная больница. То есть это вопрос доступности однозначно в этом. Сегодня у нас достаточно четко работает, выделяются финансовые средства на санитарную авиацию. И с каждым годом эти деньги увеличиваются. Сегодня мы говорим об достаточно больших объемах финансовых средств по лекарственному обеспечению. Сегодня все и инвалиды, льготная категория населения, и люди с редкими заболеваниями, все имеют возможность получать лекарственные препараты. И, конечно, одна из больших проблем, она тоже решается, она решается и своими внутренними ресурсами, это кадровое обеспечение. То есть мы, когда говорим, что если даже медицинская организация есть, но если в ней не будет медицинского работника, о каком качестве может идти речь. Поэтому сегодня работает программа «Земский доктор», федеральная программа. И, конечно, работает программа «Земский фельдшер». Это уже программа, которая финансируется из бюджета республики. И, наверное, последнее, на чем хотела бы остановиться по вопросам качества, это создание в республике, мало того, сохранили имеющуюся сеть, которая была исторически, и мы сегодня открываем новые, уже специализированные медицинские организации, а это в том числе межрайонные центры. Это межрайонно-родильные центры, это травматологические центры, это первичное сосудистое отделение. Поэтому сегодня у нас идет снижение смертности, сегодня у нас идет снижение каких-либо видов заболеваемости, потому что в этих межрайонных центрах стоит непростое оборудование. Там стоят компьютерные томографы, которые по порядкам Российской Федерации, допустим, они там не должны быть. Поэтому вот эта воля правительства для того, чтобы высокотехнологичное оборудование стояло в таких населенных пунктах с малой населенностью. У нас есть телефонный звонок. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Георгий, житель города Якутска. У меня такой вопрос по поводу поликлиники номер 5 по улице Калица. Так как я понимаю, она является медцентром, там даже написано, что он медцентр. Но такой вопрос у меня. Если он является медцентром, почему специалисты узкого профиля там приходящие? Вот пример. Значит, хотел попасть к кардиохирургу, попадал 2 месяца. Получил талон. Получил талон, значит, пришел ко времени, ждал еще 3 часа. Медсестра говорит, что специалист, врач едет с медцентра, у него тяжелая операция. Это как понимать? Потом, значит, когда ангиохирург послабел, значит, дал направление на УЗИ. УЗИ через 2-3 месяца. Жду, когда попаду на УЗИ. Ясно. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Ну вот, дорогие коллеги, Наверное, друзья, я прокомментирую. давайте. Добрый вечер, уважаемые
жители и гости столицы и всей республики. Что касается названия, всегда вводит в заблуждение. На самом деле это просто номенклатура. Медицинский центр города Якутска. Оказываем же мы первичную медицинскую помощь, то есть уровень первой поликлиники. Ангиохирург – это как бы наше желание как раз-таки приблизить медицинскую помощь, и он действительно достаточно дефицитный специалист по республике. У нас совместитель, и для того, чтобы... У нас есть люди, которые инвалиды, им далеко в Национальный центр медицины ехать. Мы же работаем конкретно на наше прикрепленное население. Мы пригласили этого доктора, в том числе, допустим, такого специалиста, там, как проктолога, да, как онколога, мамолога, к себе дополнительно на работу, конкретно для приближения медицинской помощи территориальной. Конечно, если у нас специалист по нормативу должен на территории республики быть, допустим, в 3-4 количествах, да, людей, а он в единственном экземпляре, то, к сожалению, такой возможности, чтобы попасть к нему, это не первичная помощь, не экстренная помощь, а именно плановая к высокоспециализированному специалисту. И вот про УЗИ человек задал еще дополнительный вопрос, говорит, ждут 2 месяца. Это Ну, ультразвук, наверное, скорее всего, это сосудов. Это тоже специализированная помощь, которая не является плановой первичной и считается, значит, достаточно специфичной. Вот теперь вот объясните мне, как обывателю, наверное, зрителю, да, вот как просто обыватель, что вы понимаете под специализированным, что под первичным? То есть что должна давать, вот я, ну, собственно говоря, да, застрахованное лицо, у меня есть там полис страхования, да, вроде как. Что мне вот этот полис дает? Специализированную помощь я имею право получить? Абсолютно верно. Но я, наверное, начну опять и вернусь к ролику. Поскольку для меня, как для руководителя, одна единственная яркая линия прошла. О том, что, наверное, мы плохо информируем наших горожан о том, что можно, что нельзя, в какие сроки и в какой период. И вот если мы имеем полис обязательного медицинского страхования, естественно, все виды медицинской помощи туда входят, которая делится на первичную, это вот поликлиники, специализированные, это республиканские наши больницы, высокотехнологичную медицинскую помощь, которая как проводится как у нас в республике, так и за пределами нашего региона. Но есть определенные границы оказания той или иной медицинской помощи. И они прописаны в программе государственной гарантии, которая выходит ежегодно, ну, в частности, постановлением Российской Федерации, далее Российской Республики Саха-Якутия. Там четко прописано, какое название помощь носит, какие должны быть той или иной медицинской помощи. Например, врач-терапевт – это ожидание 24 часа в сутки, это норма. Врач узкой специальности – это, допустим, 2 недели, такие как кардиолог, эндокринолог, относящиеся к первичной медицинской помощи. Оказание высокотехнологичной медицинской диагностической помощи, как компьютерный томограф, к примеру, либо, значит, МРТ, это 30 дней. И то же самое есть у нас границы оказания по скорой помощи, по госпитализации. Но всегда есть такое понятие, когда имеется экстренная медицинская помощь. Вот тогда действительно это минуты, это часы, это другие немножко понятия. А все, что, получается, не входит в эти понятия, человек должен, может уже приобретать дополнительно за деньги? Да, есть понятие базис, программа базисная, государственные гарантии. И как раз таки, если читать четко этот документ, там прям по пунктам прописано, что положено в рамках программы государственных гарантий. Ну, возьмем, к примеру, стоматологию. Вылечить зуб – это программа государственных гарантий, ортодонтия – это уже за платные услуги, допустим. Да? То есть красота – это уже отдельные финансы из кармана пациента. И где вот эту информацию? Программа государственной гарантии, она размещается в каждом учреждении. У нас есть специальные стенды информационные. Кроме того, на любом сайте медицинской организации, кроме того, на сайтах Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, в территориальном фонде, в страховых компаниях. Любой специалист, который сидит в страховые компании, вот у нас представители сидят в учреждениях, он тоже может вам представить эту программу государственной гарантии, чтобы вы изучили и знали уже свои права и, соответственно, обязанности, и что возможно сегодня получить бесплатно, и что вы обязаны получить бесплатно, в какие сроки. Все, что мы можем получить бесплатно и что обязаны получить бесплатно, об этом мы поговорим после рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Не пропусти главного». Мы говорим о доступности и качестве
медицинского обслуживания. У нас есть телефонный звонок. Да, Алло. слушаю, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Якутск, Кочаней Попов. Два вопроса. Пожалуйста. Пожалуйста, говорите. Алло, два вопроса, Якутск, Кочаней Попов. Почему в некоторых вообще клиниках города Якутска нет некоторых специальностей, их направляют на частные клиники. Мол, они работают только на частных, государственных их нету. Какие вы имеете в виду? Второе. Почему считается частных клиниках обслуживают намного лучше, чем в муниципальных клиниках? А ведь врачи-то работают те же врачи. И на частном, и на государственном. Полдня на государственном работают, полдня на частном работают. Когда все это вот соотношение или неравномерно устранится, какие меры принимаются? Понятно, спасибо. Вопрос понятен. Ну вот давайте, наверное, его разделим. Первый вопрос как раз в продолжение, наверное, да, вот почему вот некоторых специалистов нет в поликлиниках и направляют в платные, видимо, пенсионеры отправили куда-то в платную клинику. Пожалуйста, ну кто может? Вообще хочется сказать о том, что, возвращаясь к первому вопросу, то, что комментировала Елена Фаиловна, в городе Якутске, представители городского здравоохранения, есть, вообще в целом Можно? на уровне. Вообще, конечно, то, что касается медицинской помощи делится на уровни. Первый уровень, вот как раз мы представители этого первого уровня, это первичное звено, это то есть медицина первого контакта, это поликлиники. Да? У нас в здравоохранении города их 7. И там должны быть специалисты, которые, вот, допустим, тот же ангиохирург, его, в общем-то, в первичном звене не может быть. Другое дело, что руководитель медицинской организации, администрация медицинской организации считает, что необходим этот специалист. И они заключают договора. Вот почему получилась такая картина, когда специалист приехал, положим, позже, он работает в другом учреждении, но вот, допустим, то, что касается ангиохирурга. Далее, второй уровень – это специализированный уровень. И третий уровень – это высокотехнологичная медицинская помощь. И вот то, что касается, почему нельзя попасть к определенным специалистам, где-то есть они, где-то нет, в частных клиниках есть, но я понимаю, что это как раз самый узкий профиль, который, в общем-то, может и не быть в поликлинике. Но хорошо, что есть такая конкурентная среда, есть частные клиники, и то есть вот есть альтернатива, они могут попасть, допустим, в частные клиники. Можно сейчас или в Национальный центр медицины, что как-то снижает социальную напряженность. А можно сейчас назвать вот эти специальности, которых остро востребованные, да, но вот они узкоспециализированные и не может поликлиника их. Кто? Урологи, эндокринологи, то есть именно не кардиологи, не невропатологи, допустим, да, потому что на первичном звене эти специалисты есть. А вот сосудистые хирурги, ангиохирурги, урологи, эндокринологи, онкологи, да, то есть уже более специализированная помощь, о которой мы говорим, специалисты, консультанты, они есть или в Национальном центре медицины, но тоже их ограниченное количество, или они сегодня имеются в частных клиниках. Потому что частные клиники, они не делятся особо по уровням, они могут себе позволить и участковый принцип, а поликлиническое звено сегодня – это участковый принцип и специалисты общего профиля, окулисты, лор-врачи, кардиологи, неврологи. Все. Я хотела бы добавить, почему к частным. Сегодня поменялась система финансирования в целом, и частные клиники также работают в системе обязательного медицинского страхования. И поэтому, если пациент говорит, что его направили в частную клинику, вот надо было уточнить. По сути, мы можем направить и также бесплатно медицинскую помощь он может получить у узкого специалиста и в частной клинике. То есть по своему страховому полису. Мы конкретно занимаемся взаиморасчетами, это уже работает между самих больниц. Ну и второй вопрос, он был связан с работой частных клиник. Кстати говоря, я хотел бы сказать, что мы звали представителей частных клиник, но они отказались участвовать в этой передаче по каким-то своим соображениям. Ну вот представители государственных клиник не отказываются от участия в передаче. Мы открыты для общения. Да, мы общаемся именно с ними. Вот телезритель задает вопрос.
Почему, да? Почему, да. И вот почему вот специалист, да, он, ну это действительно так, это правда, да, и мои врачи, которые меня лечат, я к ним хожу в частную клинику, и, в общем-то, и в государственной они также присутствуют. Ну, на самом деле ответ очень простой, да? Я думаю, что коллеги поддержат. Потому что когда этот же специалист, врач, работает в государственном учреждении, то он по регламенту должен принять за час 4, 5, 6 человек в зависимости от специальности. В частной клинике этот доктор принимает одного пациента за полчаса, то есть 2 пациента в час. Это тот регламент, который существует в частной клинике. Частные клиники себе это могут позволить, потому что это цена, это стоимость, за это идет оплата. Естественно, в этой ситуации врач может поговорить, может принять, может сделать все так, как положено, и при этом, конечно, не заполняя никакую либо документацию, по Мы об которой этом надо еще будет поговорим. У нас отчитываться. как раз телефонный звонок еще один. Да, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Меня зовут Никифорова, город Иркутск. Я инвалид 2 группы, отношусь к городской больнице номер 2. Допустим, я заболела и прихожу к терапевту, записываюсь к терапевту, прихожу и получаю талон на анализы. Затем надо нам пройти в процедурный и там еще раз записаться, чтобы сдать анализы. То есть я не могу сдать свою кровь во вторник, и записываюсь, и я обязательно попадаю или в четверг, или в пятницу. То есть целая неделя выпадает. Почему вот такое? Ну вот, понятно. Спасибо большое, мы поняли. Ну, вкратце, если. Ну, вообще, конечно, вот тут есть некоторые организационные моменты, да, которые, в принципе, как бы, если смотреть со стороны пациента, это совершенно верно. И вот мы тоже считаем, что это не совсем правильно, когда забор анализов берется, ну, в ограниченное время. Но, тем не менее, мы уже вот в наших учреждениях первичного звена перешли на забор анализов до тех пор, когда вот пациент приходит, да. То есть мы сейчас об этом говорим, да, то есть говорим о том, что талонная система должна отойти, и ее не будет. Но есть несколько инноваций, которые, в общем-то, хотелось бы внедрить, и мы, собственно, возможно, будем это делать, и сейчас работаем над определенными проектами, понятно, тем более такие категории, как инвалиды, да, хочется, конечно, прийти в учреждение первичного звена и буквально за 3-4 часа получить весь спектр услуг. И мы хотим говорить на сегодняшний день о клинике одного дня. Возможно, вот как бы мы сейчас работаем над проектом, должны представить Министерство здравоохранения и будем уже внедрять. Ясно. Я хотел бы вернуться. Коротко сейчас добавлю, пожалуйста. да, что мы готовим сейчас проект приказа, по которому сегодня пациент, когда приходит на прием к доктору, он будет сдавать анализы в этот же день и в этот же час. И не обязательно это будет утром. В 8 часов утра на голодный желудок. Он может прийти в 2 часа дня, в 3 часа дня, и он сдаст анализы в любое время. Я думал, это медицинское требование, чтобы на голодный желудок. Нет, мы сегодня пересматриваем стандарты, мы специально сидели со специалистами, да, для того, чтобы вот этот приказ подготовить, этот приказ скоро выйдет из Терминздрава. Век, как говорится, живи, век учись. Вернуться хотел бы к теме частных клиник, да, главные врачи поликлиник. Как вообще вы относитесь к тому, что вот эта ситуация, когда вот врач поликлиники, он же тут же и врач в частной поликлинике, и вот в итоге как бы вот люди говорят, ну все-таки мне кажется, что в частной поликлинике обслуживание лучше, да, вот, чем в государственной поликлинике. Это вот в этой ситуации, как вы относитесь к этому? Ирина Лаврентьевна, пожалуйста. Ну, в принципе, добрый вечер. В принципе, значит, решение самого врача, значит, подрабатывать, так скажем, да, в частной клинике, это его самостоятельное решение. Я как руководитель, конечно, всегда открыто говорю, что, значит, вы можете работать у себя в основном лечебном учреждении. Но так как специалист отработал свое рабочее время, значит, по программе государственной гарантии, то он идет и подрабатывает в частной клинике. То есть у вас как бы условие такое, что он вначале должен отработать какое-то определенное время, которое ему положено в государстве. Совершенно верно, да. У нас есть телефонный звонок. Я прошу прощения, у нас есть телефонный звонок. Да, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, да, я прикрепленная пациентка клиники «Кристалл». Получается, я всех
специалистов прохожу бесплатно, а анализы, получается, я сдаю платно. Правомерно ли это? Понятно, спасибо. Вот такой вопрос. Правомерно ли это? Кто-нибудь может сказать? Вот вообще у нас... Все зависит, ведь, понимаете, мы сейчас, конечно, не очень корректно, когда вот в отсутствии наших коллег, руководителей частных клиник, вот объяснять, ну, вообще обсуждать... Ну, они эти моменты. отказались, тут ничего не сделаешь. Мы да. попытаемся объяснить. Дело в том, что вот Лена Фреймовна говорила о том, что на сегодняшний день у нас в программе государственных гарантий участвуют частные клиники, и они берут на себя население, то есть прикрепленное население, и они также вот по полису обязательного медицинского страхования обслуживают полностью, да. Но то, что касается анализов, надо просто уточнить, какие анализы. Есть спектр тех анализов, которые действительно он платный. Допустим, полимеразная цепная реакция на заболевания, передающиеся половым путем, да, ну и так далее. То есть вот эти вот моменты надо уточнить. То, что касается клинического минимума, я думаю, что он должен быть бесплатным. По ОМС тем более. А то, что касается, скорее всего, это касается тех анализов, которые вот, в общем-то, имеют определенную специфику, то есть это более, они могут быть, в принципе, и так платными. Очень важная часть, конечно, вообще в жизни человека — это обслуживание, медицинское обслуживание детей. Вот на сегодняшний день как обстоит, если вкратце, ситуация с обслуживанием, доступностью медицинской помощи детям? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Детская городская больница. Наша поликлиника, консультативная поликлиника, расположенная по адресу Петровского 10/1, в общем-то, как и все медицинские учреждения, имеет вот 7 способов записи. К нам можно попасть очень легко, записавшись и на сайте, и по колл-центру, и в регистратуре. Вот от нас Минздрав вообще требует, чтобы мы были полностью доступны. Мы изыскали возможность, в регистратуре посадили 2 регистраторов только к телефону, чтобы человек имел возможность записаться по телефону к специалисту. И поэтому, к нашему счастью, у нас вот нет очередей, и вся помощь оказывается в пределах вот программы госгарантий, даже лучше. То есть самое длительное ожидание приема врача составляет не более 5 дней. И анализы, и все исследования другие дети получают, в общем-то, при обращении практически сразу. Все бесплатно. Ну, у вас, в принципе, это получается... Ну, вот вообще сейчас принцип, получается, распределения поликлиник, он по прописке, да, я так, насколько я понимаю? Территориальный, да? А у вас... Наша поликлиника консультативная, мы работаем на весь город, и имеются специалисты, которые вот как раз не относятся к первичному звену, да? Допустим, те, которых поликлиника имеет право не иметь. Вот. Они у вас есть? И на всю республику мы работаем точно так же. И в месяц к нам примерно обращается больше 2000 человек. Это человек, а обращений в год, например, 75 тысяч. Ну что ж, уважаемые зрители, вот тема, конечно, медицинского обслуживания — это очень важная тема. И у нас большое количество звонков, и еще один буквально поступил в студию. Да, здравствуйте, говорите. Вы Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему нужно, предположим, женскую консультацию записываться за 10 дней или за 2 недели? А если мне нужно срочно, сегодня, максимум завтра, что я должна делать при этом? Вот, да, Хотелось пожалуйста. бы уточнить, в какую женскую консультацию за 10 дней и за 2 недели, да? Дело в том, что вот на сегодня в городе существует 33 акушерско-гинекологических участка, да? А население женское у нас, города, оно очень большое, и, соответственно, вот это уже говоря о том, что от той самой доступности, я так понимаю, да? Не так сразу мы можем записаться. И вы видите, что на сегодняшний день, вот мы тоже это отмечаем, что акушерско-гинекологическая служба работает больше в акушерском направлении. И, конечно, для нас это очень тяжело видеть то, что когда вот говорят о том, что достаточная доступность. Но вообще в женских консультациях именно в день, когда женщина приходит, она получает помощь, она должна получить. Просто, и тем более по экстренности, об этом даже разговоров нет. И говоря о том, что вот 10 дней и 2 недели, мне хотелось бы тоже уже... У меня тоже возникает вопрос, это в каком учреждении такое? Недавно мы знаем, что недавно была встреча главы республики с медицинской общественностью, в том числе он очень активно высказал мнение о необходимости повышения качества медицинских услуг.
Вот в ваших учреждениях что вот планируется делать для повышения качества медицинских услуг? Ну, как пример, он, по-моему, зачитал письмо 80-летней, по-моему, женщины о том, что вот плохо отнеслись врачи к ее отцу, и он сказал о том, что таких обращений много, ну, действительно, таких обращений часто греха таить. Вот как главврачи, как руководители медицинских учреждений стремятся к повышению качества? Пожалуйста. Ну, вначале можно, если можно, у нас молчат буквально главврачи. Пожалуйста. Я, да? Хорошо. Спасибо. Во-первых, я хочу поблагодарить главу нашей республики за то, что он пришел в нашу поликлинику. Мы уже много лет ставили вопрос как раз о доступности медицинской помощи детскому населению. И вот только благодаря его приходу он действительно увидел, что мы очень находимся в сжатых площадях, которые не соответствуют уже запланированному, как говорится, посещению. С тех пор, как поликлиника была введена в строй в 1975 году, население у нас выросло в 3 раза. И требования к медицинскому обеспечению, к медицинской помощи значительно увеличились. И вот благодаря нашему главе Егору Афанасьевичу было дано задание правительству изыскать помещение для того, чтобы мы могли разместиться, расширить свою детскую службу. И мы там планируем также развивать восстановительное лечение. По поводу повышения качества у нас идет постоянно планомерная работа. То есть мы, как я уже говорила, очень жестко регламентированы своей работой и протоколами, и регламентами, и страховые компании, эксперты, которые нас проверяют ежегодно, очень строго следят за этим. Как раз у нас перед встречей с главой правительства был запрос сделан, сколько проверок было по качеству в учреждениях. Оказалось, что в учреждениях за год было только более 40 экспертных проверок. Представляете? И, недавно независимый центр социологических исследований при главе республики проводил социологический опрос среди населения по доступности и качеству оказания медицинской помощи. Вот наша первая поликлиника 82% удовлетворенность населения. 82%? 82%. Мы, честно говоря, сами очень обрадовались, удивились, потому что у нас было порядка 60% в прошлом году. Вот на этом мы чуть-чуть прервемся, потому что у нас есть телефонный звонок. Я прошу прощения, потом к этому теме вернемся. Да, слушаю, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Я с города Якутска, да? Я хотела задать вопрос. Вот клиника Центромед, почему принимает людей до 55 лет? Один вопрос. Второй вопрос. Хотелось бы первой поликлинике сделать побольше, вот регистрационное окошко побольше. Вот справочная занимает почти одна женщина сидит, можно было там сделать 2 окошки. И мы сидим по 3-4 часа. Понятно. Вот человек говорит 34 часа в первой поликлинике. Давайте я тогда, отвечу на вопрос. По 3-4 часа не может человек сидеть. Дело в том, что у нас идет электронная запись по регистратуре. И там четко идет, во сколько человек получил талон и через сколько минут он записался. То есть это та информация, которую мы не можем у себя откорректировать. И в среднем у нас получается 7 минут. 3 часа человек не может. Но имеется в виду, конечно, пациент находится, наверное, в целом в учреждении порядка 3 часов. Но это, в принципе, даже для мировых стандартов это не так много, скажем так, да? И по частным клиникам я тоже не буду отвечать, но вообще для нас это, конечно, открытие. Это что за дискриминация по возрастному принципу? В общем, так, все, спасибо. То, что касается частных клиник, это просто вот мы эти моменты отрабатывали и знаем. Есть по программе государственной гарантии, есть определенные моменты, это связано с тарифом и так далее. Но тоже вот хотелось бы, чтобы действительно присутствовали наши коллеги, и они бы могли бы это сказать. Но с нашей стороны, наверное, не очень корректно будет об этом говорить. Мы просто вот не будем об этом говорить. Ну, вот вы сказали о 82, а вот жалобы, если коротко, у нас совсем немного времени до рекламы. Жалобы часто поступают? Да, жалобы у нас, естественно, поступают. Все-таки учреждение здравоохранения – это публичное учреждение. То есть каждый человек, обратившись, имеет право получить качественную медицинскую помощь. Естественно, когда человек болеет, вы сами же, Павел, тоже понимаете, что человек, естественно, и настроение меняется, и все такое. И всегда бывают жалобы, но мы стараемся их отработать на своем уровне. И, в принципе, у нас ежегодно ведется как раз реестр жалоб и страховыми компаниями, и Министерством здравоохранения. Ежеквартально мы собираемся, разбираем эти вопросы. И необходимо отметить, что все-таки имеется тенденция к снижению количества жалоб. Обоснованных. Есть, к сожалению, необоснованные жалобы. Вообще о том, какие жалобы у нас еще присутствуют на качество медицинского обслуживания, мы поговорим после рекламы. Не переключайтесь.
Вы снова смотрите программу «Не пропусти главное». Мы говорим о доступности и качестве медицинского обслуживания в республике. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер, меня зовут Илларионова. У меня такой вопрос. Мы по колл-центру записались к гинекологу Кривошапкиной в 5-ю поликлинику. Моя дочь подошла по очереди, но ее не приняли. Сказали, что по электронной очереди ее не принимают. И мы до сих пор не можем никак записаться с ней. Вот такой вопрос. Спасибо вам за звонок. Ну, Я отвечу. давайте. Здесь, наверное, ситуация такая, что, вот как правильно до этого комментировали, что акушерство и гинекология часто больше у нас работает на поток именно по приему беременных. А у нас студенческая поликлиника, там как раз у нас по характеру оказания специализированной гинекологической помощи характерно вот именно оказание, значит, помощи беременным. Это практически у врача занимает, ну, наверное, 95%. Да? И 5% у нас действительно только остается на прием гинекологических больных. Так А что человеку-то что делать? Он к гинекологу попасть, получается, не может. подходить, да. Конкретному врачу? Да. По адресу проспект Ленина, 61/2, отделение, значит, профилактики, где находится кабинет акушерско-гинекологический. Туда подходить Да, и... да. Либо по горячей линии. Есть везде горячая линия. Есть колл-центр, человек горячая по линия колл-центру, говорит, записался и не может 219-303. попасть. Может еще раз позвонить и записаться 219-303. Это горячая линия, где Это горячая линия, где может сказать о том, вот как раз тот этот вопрос, ну, в принципе, мы уже поняли, и его редактора возьмем и будем разговаривать, потому что, ну, будем разбираться. Я думаю, что проблемы здесь не должно быть. Ну вот, человека, может быть, и поможем, даже получится помочь. Хорошо. Вот еще один звонок, да? Ну, давайте. У нас еще один телефонный звонок. Да, пожалуйста. Все. Нет у нас телефонного звонка. Давайте теперь, наверное, перейдем к вопросу скорой медицинской помощи. Вот совсем недавно, кстати говоря, в средствах массовой информации появилась такая, ну, телефонный разговор, да, и вот такое двоякое какое-то мнение о том, что вот человек пытался вызвать скорую медицинскую помощь, диспетчер не очень хорошо ответил, и вот мнение населения разделилось, на самом деле. Кто-то говорил о том, что, в принципе, диспетчер был прав, кто-то говорил о том, что врачи все-таки должны быть немножко корректнее. Вот вообще на сегодняшний день как работает скорая медицинская помощь, и вот, что она принимает к вызову, что она не принимает к вызову? Добрый вечер, уважаемые жители. Павел, очень хорошо, что вы задали вопрос, потому что действительно я вот тоже хотела бы, конечно, выразить благодарность главе, да, когда он был, значит, посетил станцию скорой медицинской помощи. Конечно, открылись, наверное, те проблемы, которые у нас есть в службе. И как бы я очень рада, что нашей службе как бы уделили очень много внимания, и действительно было много дано заданий, которые нам предстоит решить вот в последующие, так скажем, годы. Ну, что я хочу сказать. Сейчас в службе скорой медицинской помощи идет реформирование. И, значит, самое главное, конечно, момент, мне хотелось бы отметить, что с 1 января 2013 года мы вошли в систему обязательного медицинского страхования. Это, конечно, не изменило, так скажем, принципов того, как должны принимать вызова, да, скорой помощи, как обслуживать, но изменился характер, так скажем, финансирования. И, наверное, повысились какие-то критерии, да, и, естественно, критерии качества оказания медицинской помощи, и более, так скажем, требования усилились. Я хочу сказать, что в 2013 году вышел приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который, значит, говорит о порядке оказания скорой медицинской помощи, где четко сформулировано, что скорая медицинская помощь оказывается в двух формах. Это экстренная форма, когда человеку, пациенту, пациент находится, значит, в критической ситуации, да, когда есть угроза для его жизни.
Ну, это может быть при любых ситуациях. И дорожно-транспортные происшествия, какие-то отравления. Ну, в общем, это все что угодно может быть, да. Когда есть именно угроза жизни. И есть неотложная форма вызовов. Когда пациент заболел, это может быть острое заболевание, это может быть обострение хронического заболевания, да. Но, тем не менее, угроза для жизни есть, и есть, так скажем, время для того, чтобы немного, так скажем, отсрочить. И в программе государственной гарантии, о которой мы сегодня очень достаточно, мне кажется, очень много сказали, там тоже есть сроки ожидания по именно скорой медицинской помощи. И там тоже четко и ясно говорится, что для экстренной медицинской помощи это в течение 20 минут, а для неотложной скорой медицинской помощи это до 3 часов. Поэтому, конечно, все зависит от повода, да, и я обычно выступаю, значит, периодически меня приглашают на эфиры, значит, в Новом дне мы выступали. Мы вообще стараемся в последнее время очень много говорить о том, как правильно вызывать скорую помощь, да, и, конечно, вести разъяснительную работу. Вот. И поэтому мы всегда просим наших пациентов для того, чтобы фельдшер по приему вызова, да, так скажем, помощь или неотложная, чтобы наше население, так скажем, правильно реагировало на те вопросы. У нас есть специально разработанные алгоритмы. Да, если это, к примеру, какая-то острая ситуация в сердечно-сосудистой системе, да, с сердцем, к примеру, плохо, либо это нарушение мозгового кровообращения, там вообще есть определенные вопросы, которые фельдшер обязан задать. Поэтому я всегда прошу относиться к этому с пониманием. То есть и у фельдшера правильно, да, он задает идет вопросы. по определенному алгоритму, да? Конечно, обязательно. То есть если это высокая температура, если это просто высокая температура, без, так скажем, каких-то других осложнений, да, для детей это характерно, конечно, бывают какие-то судороги, могут быть как осложнения, да, или еще вот какие-то угрожающие состояния. Конечно, об этом надо обязательно говорить, для того, чтобы фельдшер правильно среагировал. Вот. И мы, в принципе, всегда говорим, что надо, не сердиться, а правильно отвечать на вопросы. Ну, вот в том случае, если, коротко можно, в принципе, угрозы жизни не было, это была неотложная помощь, поэтому врач-диспетчер, он посоветовал ехать, в общем-то, в поликлинику. Да? Да, Примерно так это. Да. Знаете, мы вообще считаем, что, конечно, в каждом частном случае надо разбираться, потому что всегда есть две стороны этого вопроса. Да? Конечно, я понимаю, что, наверное, для нашего населения, может быть, с одной стороны, вызвать скорую помощь, да, это проще, так скажем, да, чем идти в поликлинику. Ну да, там диспетчер говорил, мы не такси и так далее. Да, и сидеть в очереди, да, но тем не менее есть определенный порядок. Часы работы поликлиник. Если это вызов неотложной помощи, мы этот вызов передаем в поликлинику. И обязательно к этому человеку придет участковый терапевт, либо участковый педиатр. Вот. А если это вызов, так скажем, экстренный, когда есть угроза для жизни, то пациент, естественно, обязательно приедет бригада скорой медицинской помощи, которая окажет помощь. Ну, у нас совсем мало времени эфирного осталось. Пожалуйста, если мы говорим о доступности, о планах по развитию доступной медицинской помощи, давайте на этом. Большое спасибо, Павел. Пользуясь эфирным временем, я хочу рассказать о том, что у нас делается в здравоохранении города на сегодняшний день. Тот ролик, который мы видели в начале передачи, он свидетельствует о том, что пациенты ориентированы на сегодняшний день получать и доступную, качественную, и в то же время еще и комфортную медицинскую помощь. Конечно, мы на сегодня должны быть пациентоориентированы. Мы действительно пациентоориентированы. И в 2014 году было подписано соглашение между окружной администрацией города Якутска и Министерством здравоохранения города Республики Саха-Якутия, извините. И это соглашение о развитии сети первичной медико-санитарной помощи с шаговой доступности. В рамках данного соглашения окружная администрация выделила нашим медицинским организациям муниципальные площади. То есть в жилых домах, допустим, в Гагаринском округе и в промышленном округе. И на сегодняшний день у нас есть участки с шаговой доступности. И работа этих участков в конце
2014 года они были открыты, они свидетельствуют о том, насколько это эффективно. Это в социальном плане, снимается социальная напряженность, да? В медицинском плане это очень эффективно, и в экономическом плане это очень эффективно. И на сегодняшний день это тот же доктор рядом, но только на другой манер. Это московский доктор рядом, но этим занимаются государственные медицинские учреждения. И на сегодня мы, учитывая то, что вот насколько это необходимо и нужно, и насколько это комфортно для пациентов, мы будем работать над этим направлением. Мы называем это программа инноваций, ориентированная на потребности пациентов. То мы планируем где-то открыть 30 участков шаговой доступности. Но, конечно, это очень большая работа, это сразу не будет. Мы планируем это в жилых массивах, где необходимо на первых этажах жилых домов это будут врачебные участки шаговой доступности. В принципе, мы работали и работаем с муниципалитетом, Министерство здравоохранения работает, да, и мы работаем с частными инвесторами, то есть это государственно-частное партнерство. На этом наше время подошло к концу. Я благодарю вас еще раз за приняли участие в нашей передаче. Большое спасибо. Благодарю также наших телезрителей за то, что были у экранов своих телевизоров и звонили, участвовали в нашей передаче. В любое время вы можете посмотреть нашу программу на nvkonline.ru. На этом все. Спасибо большое. Всего вам доброго. Будьте здоровы.